Чем ходишь? Пожалуйста, не надо, уйдите. Я сказал, бабку не трону. Пожалуйста, ну не надо, пожалуйста. Я тебя не трону. Пожалуйста, Отошла. ну не надо, я вас умоляю, пожалуйста. Я заберу его с болью или без боли. Пожалуйста. Как, убегали мы от ОМОНа, как обычно, как и все люди, начали разбегаться. Потом из микроавтобусов непонятно откуда повыскакивали эти головорезы в масках и в спортивных штанах, и с дубинками. Просто начали месить все подряд, все, что у них видится на пути. Раз. Сюда иди, руки. Раз. Во мне. Бабку не трону, сказал. Я успел забежать в подъезд, передо мной была жена, потом дверь не успели закрыть, вломилось, наверное, человека 3 или 4 за нами. Мы успели подняться на второй этаж, там была просто свалка, опять же, дверь почти закрыли, но ее выбили дальше с ноги. И на меня упал парень, я даже страшно подумать, ну что ему досталось столько. Там удары, 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 он кричал, не бейте, потом его оттащили, меня вытащили, тоже меня от хорошенько, я даже не чувствовал этого, у меня весь бок синий, просто синий. Не надо. Пожалуйста. Давай! Тише, не надо. Что? Не надо, пожалуйста. Что? Мы идем домой. Мы идем домой, пожалуйста. Мы идем домой, пожалуйста. Руки от меня! Пожалуйста, Убрала руки! пожалуйста, мы идем домой. Все, мы все Ну что, идем. газовый баллончик достать или что? Пожалуйста. Вставай! Вставай! Не надо. Он в маске, нахуй! Блядь, ладно, Пожалуйста, не надо. Били ребят, когда пока ехали в автозаке к РУВД. В РУВД относились так. Потом приехал какой-то, я даже не знаю, как этого человека назвать, в ОМОНовской форме и начал ходить, нагло ходить, себя вести, пока мы стояли на коленях все в спортзале. И пока мы ехали обратно на Крестину уже с РУВД, он задолкал двоих в стакан, так называемый, и там просто то одного избивает, то второго. Ну, если можно назвать это судом, то да. То есть он длился порядка 7 минут, и я сказал, что нигде не был, ничего не видел. Опять же, митинг — это понятие такое, там кто-то должен выступать, у нас была просто прогулка по городу. Судья, конечно же, не поверил, и началось наше судебное заседание. Все начались, то, что ребят с камеры наших приводили, с 25 суток. 25, 25, 23, потом уже пошли 15. Ну, только из всех, сколько их было, вот 18 человек, только ему еще двум дали 15 суток, остальным 20-25. С РУВД троих увезли в больницу. Да, двоих в 5-ю, одного в 10-ю, я уже одного просто видела. разбита была голова сильно, у второго залиты глаза перцовым баллончиком, он даже так их и не открыл и не встал, наверное, его еще хорошо избили под курткой, просто не видно, а третьего я не знаю, что с ним было. Так себе хостел. Очень антисанитарийно, очень. Кормят вроде неплохо, но персонал так, пока не приезжают майоры и капитаны, но они так спокойно к этому относятся. А когда приезжает начальство, тут начинается какой-то неописуемый дурдом. Постоянные обыски, что у нас искать, я не знаю. И антисанитария, мы живем в старом блоке, там, конечно, жутко. Ну, отпускает 2 недели, морально тяжело, а физически, ну, он уже тут зажил, а там, не знаю, что спали в штанах из-за того, что матрасы там оставляют желать лучше.